Власти Москвы повысили стоимость патента. 75% населения Таджикистана живет за счет денежных переводов. Братья-мусульмане. Десятки арестов по всему Таджикистану. Введение в законодательство предлагаемых... Патент на право работы иностранных граждан на территории Москвы в 2020 году подорожал на 350 рублей. Соответствующая поправка была внесена Мосгордумой в налоговое законодательство столицы, сообщает Интерфакс. В 2020 году иностранные работники будут платить по 5350 рублей за патент в месяц, вместо 5000 рублей в 2019 году. А в 2018 году стоимость документа составляла 4500 рублей. Я механик, сервис, у нас машины ремонтирую. Напомним, на сегодняшний день не менее 5 миллионов трудовых мигрантов из Центральной Азии находятся на заработках в России, и каждый мигрант, осуществляющий трудовую деятельность в России, обязан платить ежемесячную фиксированную сумму в зависимости от региона. По предварительной оценке Департамента экономической политики и развития Москвы, поступления в бюджет в виде НДФЛ за патенты от иностранных граждан в 2019 году достигли 18 миллиардов рублей. К середине декабря документ получили 427 тысяч человек. Таким образом, власти Москвы увеличивают поступления в бюджет за счет трудовых мигрантов, однако публично называют иные причины такого решения. Мигранты не должны обходиться работодателю дешевле, чем наши российские граждане. Это принципиально важная позиция. Мы должны добиваться того, чтобы любой человек, который приехал в Москву на работу, должен зарегистрироваться, должен платить налоги так же, как и москвичи, заявил Собянин на общегородском совещании по профилактике правонарушений 28 октября. Чтобы работодателю этот мигрант не обходился вот как дешевая рабочая сила. Он должен участвовать в системе налогообложения, в платежах, иначе он постепенно вытеснит вообще всех, и одни мигранты будут. Зачем нам это нужно? Стоимость рабочей силы для работодателя должна быть как минимум одинаковая, а еще лучше вот за счет как раз именно патентов она должна быть немного дороже даже, чем российские граждане. Денежные доходы населения Таджикистана за последние 7 лет увеличились в более чем 2 раза, а средняя заработная плата одного работника выросла в 2,4 раза, утверждает ведомство экономического блока. Об этом пишет информационное агентство «Авеста». Между тем, в сообщении отмечается, что международные финансовые институты и эксперты отмечают, что в росте доходов населения ключевую роль до сих пор играют трудовые мигранты. Ранее сообщалось, что более 75% доходов населения страны составляют именно денежные переводы трудовых мигрантов. По данным Центробанка России, за 9 месяцев прошлого года только из России в Таджикистан физическими и юридическими лицами отправлено 1 миллиард 941 миллион долларов США. По статистическим данным, среднемесячная заработная плата в Таджикистане в конце прошлого года сложилась в размере 1326 самани, 136 долларов США. Самую низкую зарплату в реальном секторе в размере 571 самани, 58 долларов, получают работники сферы сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства. Минимальная заработная плата в республике составляет 400 самани, 41 доллар. В Таджикистане задержаны 27 местных жителей по подозрению в участии в исламском движении «Братья-мусульмане». Об этом пишет Радио Азади со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Спецоперация прошла в нескольких городах по всей стране в первых числах января. Операции по задержанию предполагаемых членов движения «Братья-мусульмане» прошли в Душанбе, в Сагдийской и Хатлонской областях. Среди задержанных преподаватели вузов и глава одного из сельсоветов, отметили источники. В домах задержанных, по словам их близких, были произведены обыски. Нашего родственника задержали 2 января. С тех пор мы его не видели. Нам стало известно, что он задержан по заявлению священнослужителя, брата жены. Во время обыска сотрудники милиции конфисковали несколько религиозных книг. Они обыскали весь дом, даже коровник, сказал на условиях анонимности родственник одного из подозреваемых. Он отметил, что задержанный выпускник факультета журналистики Таджикского национального университета и ранее работал учителем в школе. В свою очередь, сайт Ахбор сообщил, что также задержанный Исмаил Кахоров, родственник известного исламского деятеля Туражон Зоды и Домулло Курбон Али, внук известного богослова, покойного Думулло Сафар Али. Собеседник Хабархо Шакирхон Думулло из Душанбе прокомментировал произошедшее следующим образом.
بازداشت‌هایی که در اول ماه جاری از طرف حکومت تاجیکستان رخ داد Аресты, о которых сообщили власти в начале этого месяца, направлены исключительно на запугивание искренних мусульман, а точнее имам хатыбов, так как в Таджикистане не функционирует организация Ихван аль-Муслимин, как и нет в стране членов этой организации. Общеизвестно, что в основном ассоциация «Братья-мусульмане» функционирует в арабских странах. Если затрагивать вопрос о задержании конкретных 27 человек, то режим Рахмона вновь задерживает людей под предлогом так называемого экстремизма. Однако задержанные известны в народе как искренние богобоязненные религиозные деятели. که این اشخاص اساساً با خالص بودن و بدین نزدیکتر با تقوا معلوم و مشهور بودنشان در بین مردم وابستگی دارد. چون که به کسی امروزها پوشیده نیست که حکومت تاجیکستان با اسلام و با پیروان خالصی با تقوای دین مبارزه برده ایستاده است. Сегодня ни для кого не секрет, что правительство Таджикистана борется против ислама и его искренних последователей. Всевышний Аллах сообщил нам в своей книге, что враги ислама борются с исламом различными способами и методами, чтобы те не распространяли и не претворяли свою религию в жизнь. و پهن شدن دین خدا مبارزه میبرند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یأبی الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. Они хотят потушить свет Аллаха своими устами, но Аллах не допустит этого и завершит распространение своего света, даже если это ненавистно неверующим. گرچه به کافران و دشمنان دین خوش نآید.